Ровно 4 года назад, в этот день, в оккупированном Крыму без вести пропал крымский татарин, активист Украинского дома Сейран Зинединов. С тех пор о нем никаких вестей. Верят ли еще в его возвращение родные и близкие? Расследуется ли дело об исчезновении Зинединова? Смотрите далее в сюжете. Ми разом познайомилися під час Майдану в 2013 році в місті Симферополь. Такими запомнились встречи с Сейраном Зинединовым, его другу Руслану Зуеву. Как вместе переживали начало аннексии, как надеялись, что все пройдет, а впоследствии прятали у себя украинских воинов из захваченных русскими военных частей. Как собирали деньги и помогали своим выехать с полуострова, как боялись за свои жизни. Кожен день ти боїшся, що тебе можуть застрелити, тому що ти на окупованій території і не погоджуєшся з владою. Сейрана Зинединова хорошо знали среди проукраинских крымчан. Заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз помнит момент, когда Сейран пропал без вести. Мы знали, что он пропал, потому что вот его дядя сказал. Обстоятельства никто не знал. Никто не мог точно сказать, где, в каком месте. 30 мая 2014 года. В этот день Сейран Зинединов исчез. Тогда он как раз искал своего без вести пропавшего несколько дней тому товарища Тимура Шаймарданова. В тот вечер бывшая жена Тимура подвозила Сейрана домой, высадила из машины в 500 метрах от дома. Далее очевидцы рассказали, что неизвестные посадили Сейрана в машину и куда-то увезли. Правозащитники уверены, оба пострадали из-за своей проукраинской позиции. Что касается Сейрана Зинединова и Тимура Шаймарданова, то это активисты Украинского дома, которые были нелояльны к оккупационным властям, не признавали юрисдикцию России на территории Крыма. После исчезновения Сейрана Зинединова друзья начали поиски. Даже установили, что последний раз его телефон включался на территории пансионата «Дельфин» вблизи Евпатории. Но туда активистов не пустила охрана. С тех пор уже 4 года о Сейране никаких известий. Оккупационная власть Крыма на сегодня расследование остановила, не завершив. К сожалению, нет никакого продвижения, и государство, Российская Федерация не проводит эффективного расследования по этому поводу. Сейчас Эмиль Курбединов начал самостоятельное расследование исчезновения активиста. Он уверен, следствие не ведется из-за того, что силовые структуры оккупантов сами причастны к похищению Сейрана. А украинские правоохранители не могут провести собственное расследование из-за оккупации Крыма. Сьогодні ми можемо лише працювати на те, щоб наші партнери, західні країни, а також міжнародні інституції, такі як ПАРЕ, ОБСЄ, Європарламент, щоб вони максимально тиснули на Росію, аби вона взагалі повернулася в межі міжнародного права. Не дождалась сына мать Сейрана. В декабре прошлого года она умерла. Несмотря на тишину в 4 года, друзья и близкие Сейрана Зинединова не теряют надежды, что он жив, и верят, дождутся дня, когда он вернется домой. Валерий Бакус, Заман, АТР.